в большинстве случаев даже большинство из них сами не верили в эту идею, что они строят коммунизм. Вы считаете себя белорусом? Да, у меня нет другого варианта. Белорусскость – это и есть как бы постоянное приспособление и выживание. Сапраўдны беларус, які нічога не ведае, ніякіх нацыдэй яго не хвалююць. Ці ўсё ж таки хвалююць? Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Месца беларусаў у сусвеце. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Еврорадио. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы спрабуем сфармуляваць, прамовіць, намацаць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максим Гаруноў і Зміцер Лукашук. Наш сённяшні госць, гісторык, даследчык Зміцер Дрозд. Добрый дзень, Зміцер. Дзень добрый. Зміцер прыйшоў до нас у студыю, адразу папярэдзіўшы, што нічога ні пра нацыю, ні пра нацыянальную ідэю, нівогуле ні пра што нічога не ведае. І таму пра што разважаць не разумее, а на што Максим адказаў, вот это сапраўдны беларус, які нічога не ведае, ніякіх нацыдэй яго не хвалююць. Ці ўсё ж таки хвалююць? На самом деле это сложный вопрос, потому что вот у нас всегда вот какое-то такое вот сложилось, мне кажется, ощущение, что вот мы что-то вот должны вот какую-то придумать вот национальную идею и носимся вокруг этой идеи, а для большинства людей это совершенно так вот, как были большевики, они придумали свою идею, они там где-то наверху писали, в большинстве случаев даже большинство из них сами не верили в эту идею, что они строят коммунизм, они... Что касается внизу, для большинства людей были самые другие вопросы. Это выживание. Те же вопросы остались для большинства белорусов сейчас. То есть большинство людей... Вот нарэшце знайшлі один одного. Да. Вот Макс уже год спрабуе давесці ўсім нашим гостям, что выжить и выживание – это основная нацыдея белорусов. Я не знал этого варианта, но я угадал. Выживание, выживание. Мне застаецца толькі самавыдаліцца, а вы тоже давай. Тым не менш, шмат хто кажа, што менавіта вот нешта там гісторыя, традыцыі, вот спадчына і мова, перш за ўсё, вот як Зінаіда Бандарэнка нам сказала, нацыдея павінна быць одно слово – мова. Вот вы згодныя з гэтым ці не? Вот, Я с этим не согласен полностью. На самом деле все, мне кажется, гораздо проще. Основа всего – это национальное самосознание человека. Если у человека ощущает себя белорусом, как я ощущаю себя, у меня нет варианта, у меня нет других предков. У меня все предки белорусы и все из Минской губернии. Я знаю их до 250-300 лет. Они всегда жили здесь. Они все белорусы. Да, менялось время, они могли быть и католиками, и православными, униатами, но они всегда жили здесь. Я не знаю, на каком языке они говорили 200 лет назад, потому что они не оставили никаких письменных своих... Но я чувствую, я их потомок, я чувствую родство с этими людьми. Что касается языка, что если я сейчас понимаю, что я белорус, то для меня, да, естественное решение для моего ребенка учить его белорусскому языку. Да, так получилось, что мое поколение не было такой возможности. Нас растили советскими людьми. Я вот взял свои дневники, это просто катастрофическая ситуация. Когда белорусский язык мы первый раз услышали в 4 классе. В 5 классе у нас было больше английского языка, чем белорусского. То есть для нас это и все предметы были на русском языке. Мы выросли в этой катастрофе, когда из нас растили советских людей, а советский человек должен был говорить на русском языке. Сейчас мы должны прежде всего говорить, да, мы белорусы, наше это ненормальное положение, в том, в котором я нахожусь, я отлично это понимаю. И я хочу, чтобы мой ребенок говорил на белорусском языке. То есть он, чтобы хорошо говорил и на русском, и на белорусском, и если вдруг придется, но и на польском тоже, и на английском. То есть языки – это богатство, и поэтому я с радостью буду учить его белорусскому языку. Видите, вот я ухвачусь. Вы сказали, что вы считаете себя белорусом? Да, у меня нет другого варианта. Я родился, я белорус. Я с ним совсем... я не спорю, ничего. По паспорту. И вы говорите, что вы исследовали своих предков на глубину там... Самый мой древний предок, который я знаю, по линии, это Дроздовский, он сделал упоминание 1720 год. До 1720 Да, вот сейчас вот мы 300 лет можем отпраздновать, как вот мой первый предок упоминается на берегах Минского моря современного, всегда не было, река Свислочь, деревня Тарасово, он был крещен, как в униатской церкви. Вот Максимилиан
Дроздовский, и жена его Констанция. Вот смотри, то есть, получается, вот 300 лет линии ваших предков, и за эти 300 лет они успели побыть униатами, побыть католиками, побыть православными, побыть советскими людьми. По поводу языка вы сказали, не знаете. Вот Максимилиан, он говорил, скорее всего, на польском или на... Я думаю, что люди, которые жили на нашей территории, они никогда не говорили на польском, тем более на чистом польском они никогда не говорили. Они всегда говорили на белорусском языке, и даже Адам Мицкевич, все-таки поляки, которые анализировали его творчество, они считали, что он говорит не на польском языке, что это, наверное, на тот момент это была такая жуткая тросянка польская, белорусская. Он внес в польский язык какие-то действительно белорусские слова. А что касается простых крестьян, я думаю, они говорили действительно на белорусском языке. Ваши предки были крестьянами? Конечно. Они были крестьянами? Да, они были крестьянами. Значит, по поводу языка. Значит, давайте так сформулирую. Это был белорусский язык, но с большим уплывом польского языка. Потом пришли русские, стал белорусский язык с большим уплывом русского языка. Потом... белорусский язык совсем исчез, и стал русский язык с некоторым уплывом, остатками диалектов. Белорусский язык мы изучали, но мы изучали, как нам говорили, что вот, скоро мы построим коммунизм, и советский человек будет говорить на русском языке. А зачем нам учить белорусский, если вот мы коммунизм построим вот через 20 лет? Я понял. И теперь спустя 300 лет вы возвращаетесь на белорусском. То есть, получается, белорус, он такой постоянно приспосабливается к меняющимся внешним... Нет другого варианта. На самом деле, если мы говорим про язык, это живая, как это сказать, живое явление, оно меняется постоянно. Я о другом. Я хотел сказать, что получается история вашей семьи, вашего рода, это история постоянного приспособления. Приспособление, появилась униатская церковь, я так понимаю, они не были активистами униатской церкви, она просто изменилась. Они просто были прихожанами, их, наверное, в свое время, как тоже так вот из православных записали в униаты, там давно-давно, сколько-то столетий назад, потом их просто всех, когда разогнали униатскую церковь, их всех все переписали в православие, потом они все стали атеистами. То есть в плане религии тоже... То есть в плане таким мировоззренческом, то есть белорус это постоянно... То есть я просто хочу ухватиться, а где тогда вы белорус? Получается, униат на русском языке, на полурусском языке, на полупольском языке, на своем языке. Тогда суть из всего этого, получается, белорусскость это и есть постоянное приспособление и выживание. Да? Суть в том, что люди живут, что-то где-то меняется. Униатская церковь не является белорусской, потому что навязана. Католическая церковь не является белорусской, потому что навязана. Польский язык не является белорусским, потому что навязан. Вообще христианство не является нашей религией, потому что оно является навязанным. Все навязано, всюду приспосабливаюсь и живу примерно в одном... Кроме территории. Это совершенно нормальная ситуация вообще для любого живого существа. Основа эволюции – это приспосабливаемость. Але пашкрабі троху кожнага беларуса, і ў яго з'явіцца імкненне вярнуцца да мовы продкаў і саскрэсці з сябе гэта і праваславие, і уніяцтва, а там раз і паганства там где-то там у душы, где-то в глыбіні, да? Я вообще считаю, что я атеист, и я с удивлением смотрю на совершенно современные религии. Я считаю, что все-таки они взяли больше от язычества, чем от того, чему их учил Иисус Христос. То есть крестики – это совершенно обереги. Нигде в Библии вы не найдете про крестики ничего. Свечки запалить, яйца покрасить. Это совершенно булки, это совершенно языческие обряды, которые просто, так вот, немножко были окрашены в христианство, люди перестали там не в лес ходить с камням, а стали ходить в церковь, но для них по большому ничего не поменялось. Лет 5 назад я ходил в Москве, там есть такой экспоцентр, огромное помещение, и там проводятся выставки ремесел в декабре, называется то ли ладья, то ли что-то такое. Я помню, там нашел целый такой вот такую сосредоточие ларьков, в которых продавались языческие боги. Вот такие, знаете, размером с полено, выточенные, там, перун, там, еще что-нибудь. Вот если ваш внук, перейдя полностью на белорусский язык, будет знать белорусский язык, если он перейдет, кроме ничего не будет знать, а будет знать белорусский хорошо, и у него где-нибудь там в красном углу будет какой-нибудь там белорусский перкунос стоять. Это будет хорошо или плохо? То есть, как будто будет... Я расстроюсь любому религиозному проявлению, кроме агностицизма или атеизма. То есть любая вера в существование каких-то
неземных существ, это для меня будет просто катастрофой. Вот перевернуўся, дзе ён зараз знаходзіцца на іншы бок ваш продак Константин Максимилиан прокляне вас. Тым не менш, давайте все ж таки вернемся до мовы. Ну, я таксама, як кажуць, з тых часоў чалавек вучыўся ў савецкай школе, беларускую мову відаць таксама пачаў з 4 класа вучыць, тому что у звычайнай гарадской школе, правда, не мінскай, а маладзечанскай вучыўся. Тым не менш, я вот рускамоўнае дзіця, кожнае лета ездзіў на канікулы да бабулі, не разумеў, што ад мяне хочуць мясцовыя хлопцы, якія казалі: пашлі, будзем барукацца. Але вяртаўся з такой добрай трасянкай ўжо 1 верасня ў школу. А у вас что, по-иншему было? Получается, моя бабушка, которая я ездил в деревню, она, получается, жила на границе Минского района и Дзержинского. Там, конечно, ощущается вот это, потому что это поколение еще заканчивало сельские школы, оно училось на белорусском языке, но вы все знаете, как только люди переезжают в Минск, они все... А моя бабушка переехала в Минск к тому моменту уже, то есть они все стали говорить на русском языке и стеснялись белорусского языка. Моя бабушка другая, по линии отца, она вообще до какого-то 16 лет она не знала русского языка. То есть она выросла в деревне Загале, это почти в сторону Полесья там, и она закончила белорусскую школу, и только в 16 лет она попала в Минск, и здесь она, по большому так столкнулась с необходимостью говорить на русском языке. До этого у нее такой необходимости не было. Она жила в своей деревне, в узком этом кругу, и все говорили на белорусском языке вокруг. Слушайте, а можно сказать, что, получается, вот история вашего рода, вашей семьи, это такая история антигражданского, внегражданской жизни, жизни вне какой-то вот такой вот солидарности, объединения, а просто вот чистое выживание поодиночке, как получится, и больше ничего? Ну, это в чем-то похоже, потому что когда арестовали одну из моих родственниц, мои предки были раскулачены, и после уже войны в 45-м или 46-м году ее арестовали, забрали в КГБ, тогда или НКВД было, забрали и на допросе говорят, что у Дроздова всегда были антисоветские взгляды. То есть это в семье противостояние системы было действительно всегда, но потому что у нас было имущество. Люди работали. Вот мне кажется, вот этот узкий круг белоруса, вот, это хутор, я работаю, я кормлю своих детей, я даю им шанс куда-то выбиться в люди, если там образование получить какое-то. Вот это мой смысл, и я для этого живу. И мне кажется, для большинства, как вот эта известная история свадьба в Малиновке, опять власть меняется. Uh-huh. То есть там они хотя бы понимали, что власть поменялась. А для большинства, например, белорусов, которые жили там в глубинке, они, может быть, даже через не заметили, что как эта власть там поменялась. Может, через полгода они узнали, что власть поменялась. Они жили в этих хуторах совершенно от своей жизни, отвлеченные. То есть это действительно такая вот, как бы сказать, автономное существование, очень мало зависящее вообще от того, что там происходит в большом мире. То есть они живут, они полностью, что им там надо, коса, может быть, какая-то, выехать в церковь, а так люди живут, они самообеспечены, и они не нуждаются ни в этой национальной идее, они живут, они довольны по-своему. Вот гэта было так у тыя часы, калі вы кажаце, і зараз гэтак сама засталося? Для многих, я думаю, осталось совершенно так. То есть можа чалавек з'ехаць з хутара, але хутар з чалавека не выведзеш беларускага, да? Что-то похожее, мне кажется. Смотрите, получается, вот я был в Гданьске, там есть или в Гдыне здоровенный такой музей солидарности. То есть, грубо говоря, если я так вот встречаюсь с каким-нибудь поляком, да, и поляк может там так со своей этой польской пыхой, там, гордостью сказать, что вот мой прадед удельничал там в восстании такого-то, мой прапрадед удельничал в восстании такого-то, мой дед там вот вместе с солидарностью бил этот... Побач с Валенцией стоял. Да, побач с Валенцией стоял. Я там вот тоже где-то, там тоже как бы вот смоли... То есть, как бы история, допустим, вот поляков вот в районе, на берегу Балтийского моря, вот на верфях этих, да, это каждое поколение устраивает какой-то там вот свою маленькую какую-то партизанскую сеть, берут в руки оружие, получают по шее, и следующее поколение опять повторяется. Восстание, восстание, восстание. У белорусов это приспособление.
До какого-то момента приспособления для меня всегда это был действительно вопросом, как вообще человеку вести себя с властью. Потому что у нас всегда вот сейчас идея непротивления, что вот ударили по левой щеке, подставь правой, по правой подставь левую. То есть такой подход вообще христианский, я считаю, очень выгоден вообще для любой власти. То есть воспитание такого, вот как вот в 30-х годах. У моих есть земля, у моих есть все предков. К ним приходит и говорит, отдай. И что человеку, вот просто вопрос, что ему надо было сделать? Ему нужно было отдать все это, и да, мои предки так поступили. Они отдали и поехали умирать в Архангельскую область. Там за первые полгода 3 из них умерло. А кто-то взял ружье и стал сопротивляться, и до сих пор эти люди не реабилитированы, и до сих пор эти люди для нас преступники. То есть с точки зрения советской власти они, понятно, были преступниками. То есть у вас в роду есть кто-то, кто в лес? Ну, например, у меня один из родственников назван польским шпионом, но я не думаю, что он был польским шпионом. То есть это люди тоже пострадавшие. Вот именно такого явного противления среди моих предков не было никого. То есть никто не участвовал в восстаниях, никто... Может быть, к сожалению, для меня. То есть они реабилитированы, они признаны невиновными, но мне бы, например, хотелось действительно, чтобы они сопротивлялись, чтобы... Но, может быть, действительно, это подход такой, что силы просто не равны, и все это понимают. И все верят, как вот их обманывают, вот, там вы поедете, все будет хорошо. Это вот какая-то, может, наивность, доверчивость, вот, и подводит белорусов каждый раз, вот, и когда их ведут вот, на убой, они вот молчат. А есть какая-нибудь ветвь вашей семьи, которая вот эмигрировала? Я вот прям специально катался на сутки в Лиепае. Это вот порт на территории нынешней Латвии сейчас. Откуда вроде как только из Гродненской области через Лиепай там больше 120 тысяч человек переехало в США. А из ваших никто не уезжал, все остались здесь. Все остались здесь. Вот вы сказали про то, что хочаце, каб ваши дзеці, ваши ўнукі ведалі беларускую мову. Можа быць, нават самі зараз вот прынеслі свае дзённікі паказаць у якасці апраўдання, чаму вы зараз не гаворыце з намі на мове, але хацелі бы яе вывучыць. Вывучаеце вось сваіх продкаў, ведаеце ўсіх. Гэты факт, ну, такое вот можа стаць, можа быць, ну, як бы не ведаю, можа быць, нацыянальнай ідэяй, прапанаванай з Дмітром Дроздом для ўсіх, вот, каб яны ведалі сваіх продкаў, вярнуліся да мовы і гэтак далей. Опять же, получается, что я могу решать за своего сына, но в плане решать за кого-то я не... Мы говорим зараз про вас, асабіста про вас. Вот нацыянальная ідэя вот для Дрозда и его, может быть, вот сына, там, для его семьи. Да, давай уточню этот вопрос. Вот зачем, вот из того, что вы сказали, 300 лет приспособления, да, там, ну, звучит не очень, но да, получается, вы первый, кто выбиваетесь из ряда ваших предков, потому что вы совершаете какой-то осознанный выбор. Мой сын будет знать белорусскую мову. При том, что статус белорусской мовы в нынешней Беларуси, он как бы вот, ну, вот такой мерцающий, шаткий, то есть. Зачем вы это делаете? На самом деле, я скажу, сегодня в белорусском обществе, вот реально, если ты хочешь быть в какой-то вот такой культурной элите, ты не можешь без белорусского языка. Потому что я, например, да, я всегда чувствую, что я здесь немножко чужеродное какое-то существо, которому каждую неделю в Фейсбуке кто-то обязательно пишет на белорусской мове: слушай, что ты говоришь на русском языке? То есть меня это обязательно каждую неделю практически отвечаю на эти вопросы. А почему? Вы фотку своего дневника раз? Нет, я только недавно нашел, поэтому вот сейчас буду показывать. Извините, ты правильно вас понял, что ваше решение дать своему сыну, привить, научить своего сына говорить на белорусском языке, это тоже приспособление к новым изменившимся обстоятельствам? В какой-то степени, да. Я вам аплодирую. Вы молодец. Я искренне. Вы их наслушаешься. Я просто надеюсь, что белорусская мова, она будет нужна через 20 лет. А вот вам не кажется, что вы все время, вот как будто, ну, это такая, знаете, все время позиция зайца? Ну, знаете, есть позиция зайца, но в смысле вот все платят за... Ну, как бы, вот едет, ну, можно... Я всегда езжу зайцем. Если я могу ехать зайцем, я еду зайцем. Отлично. Господи, Господь вас послал. Наконец-то нормальный белорус. А то тут 2 года, черт знает кого привозят. Еще давай, какие аспекты? Да все понятно. Человек ездит с зайцем. Вот.
З мовой приспособливается. Да, слушай, а почему... Я еще думаю, как бы уже дойти до конца и получить карту поляка еще. Вот. Это был мой следующий вопрос. А когда вы собираетесь отсюда все-таки уехать? Потому что... Не, уехать я на самом деле не собираюсь. Мне здесь... Не, смотри. Мы сейчас говорим... Вот смотри, когда я говорю «вы», я имею в виду вообще как бы всю эту вот вашу... Просто поразительную для меня 300-летнюю линию дроздов. Когда же все-таки дрозды поймут, что выживать на этой земле, даже выучив белорусский язык, но все равно земля не та. Да, вот гораздо проще было бы выжить. Как-то у нас уже удавалось 300 лет выживать, я думаю, что... Хотя в прошлом году, да, такая, помните, у нас была паника с этой интеграцией, что тут действительно только наверняка думал, как отсюда уехать, что сейчас вот придут россияне, нас захватят, а нам надо бежать в сторону польской границы. А почему? Бежать от россиян? Я на самом деле, я не вижу себе своего будущего в Российской империи, возрожденной. То есть для меня, вот, да, если это произойдет, для меня будет единственный выход – это уехать. А, вот все, наконец-то. Да, вот тогда, чем вы... Потому что мне не хочется повторять. У меня уже есть опыт моей семьи. То есть, в принципе, при большевиках их уничтожали, при немцах уничтожали, при любой власти их уничтожали. То есть, в данном случае мне не хочется повторять этот опыт. Слушайте, мне просто я все хочу вас поймать какой-нибудь романтический момент. Да, у вас все время получается сплошная угрюмая такая статистика и практика. Я думал, что вы ребенку даете белорусское образование, белорусский язык прививаете для того, потому что какая-то романтическая ценность в этом есть. Вы говорите, нет, это сугубо практическое. Здесь нельзя сделать хорошей карьеры без белорусского языка. Нет, войти в элиту. Войти в элиту, в культурную элиту. Я вижу его в культурной элите. Это называется сделать карьеру. Да, потом, вот вы говорите, я сбегу, если русские сюда придут, я отсюда сбегу. Я думаю, опять какой-то романтический момент. Ничего подобного. У меня есть статистика. Они нас отстреливали. Нет, довольно долго. Просто, по идее, я, наверное, должен сказать, что я буду защищаться, лягу под танки. Да, барани свое, как сказал Глобус. Или там вы могли бы сказать, что я очень уважаю демократию, гражданские ценности, хочу жить там, где гражданские ценности. Вы говорите, да что тут демократия, гражданские ценности? Просто вопрос выживания. Они просто стреляют. Отлично. Ну, я скажу, что, возвращаясь к карте поляка, я скажу, что для белорусов большинства сейчас это действительно такая лазейка, которую я просто хожу каждый день в архив, и в Национальном архиве я вижу каждый день стражущие, которые приходят, там месяц находится одна перепись, где указывается национальность, и каждый день туда идут люди с этой вот надеждой, Бог ты, пускай бы там мой дедушка и прабабушка там окажутся поляками. До речі, а вы-то як себе карту поляка раздобудете со своими 300-годовой линией дроздов белорусов? Есть хорошая лазейка вступить в общество, польское общество, как называется, Союз поляков, и 3 года работать для Польши, и продвигать польскую культуру, и получить карту поляка. У меня есть книжки на польском языке. Я живу в том времени, большая часть моей жизни происходит как раз вот мой главный герой Дунин Марцинкевич. Это вообще чудо приспособления, который выжил в гораздо более тяжелые времена, чем наши. Он практически был трехязычный, русский, польский и белорусский. И то есть для меня он считается польско-белорусским поэтом. Я живу в этом, я читаю на польском языке очень большинство документов, которые я читаю. То есть, в принципе, в какой-то степени я работаю тоже в истории и пишу про Великое княжество Литовское, Речь Посполитую. Я читаю. Вот смотрите. На самом деле я скажу, что для меня это действительно я не хочу этого варианта. То есть я, конечно, тут немножко смеюсь насчет карты поляка, потому что реально мои предки, я знаю, что они всегда были здесь. И если вдруг даже в одна моя ветка была записана там, как они польского происхождения, но я знаю, что это неправда. То есть это совершенно фикция, они всегда были здесь. То есть если они вдруг где-то записались польского происхождения, только потому что они были католиками. То есть мы знаем, что в Российской империи был такой подход, что католик, поляк, громадное количество людей тогда записали поляками, и вот сейчас счастливые потомки, которые никогда не были в Польше, не связаны никак не с Польшей, то есть уже жертвы вот этого полячивания фактически, они счастливы, что вот они вырвутся с этой Беларуси куда-то на просторы Европы. Смотрите, вот такой вариант. Представим себе вот ваш представьте, Монреаль, 2121 год. Значит, ваш правнук, у него такой оливковый цвет кожи, потому что какая-то из его бабок была из Эфиопии. Мулаткой. Да. Вот. И при этом у него такой еще китайский разрез глаз.
Вот он идет, он помнит, что про вас, вот про всю вашу эту 300-летнюю историю, как бы это уже 400 лет с крещением Максимилиана. Он помнит про вас, и при этом у него есть хорошая квартира, хорошее образование, на английском языке. А Беларусь уже вообще не существует. Не, Бог ее знает. Есть она? Нет, никто не знает. Вот он счастлив, он идет и счастлив. Вот он идет по улице, вот он держит, у него там как бы... На пальце ключи от Мазерати. Да. Не, не Мазерати. Да нет, зачем? А совесть мучает. Как же я вот счастлив, а вот Беларуси уж уже нету. Да, да вот эта картина. Да, он держит за руку жену, там какие-то дети, там 3, 4, 5, да, там собачка еще какая-то. И, в общем, по нему видно, что все хорошо. Вот вас-то картина, она как-то смущает, не смущает? Да, и при этом он помнит вот все, что вот вы нашли в архивах, это никуда не делось, не исчезло. Он-то знает, у него там... А мову белорусскую ведает? Специальная... Не ведает. Пару слов... Для побольшения. Вот что-то знает, как бы в рамках такого приличия, чтобы вот как бы помнить. Да, и вот у него там как бы весь архив, который вы нашли, все, что вы написали о своей семье, вообще от Беларуси, у него это дома лежит, он почитывает, знает, да, и рассказывает своим детям, там, да, они выглядят уже не так, но тем не менее он помнит, что вот как бы про эту впечатляющую историю. Вот вас эта картина, она как-то вот... она нам кажется нормальной, хорошей, желаемой. Или вот как? Или крым Боже. Я не исключаю такого варианта. Понимаете, человек, он живет же из сегодняшнего дня. То есть, если он счастлив сегодня, то ему, по большому счету, все равно, что его предков, там, 200 лет назад его страна была уничтожена. Мы же как-то живем, ВКЛ там было уничтожено, и мы жили в этой стране. Даже больше, те люди, которые еще родились в ВКЛ, они, многие вписались в Российскую империю, и потом уже удачно воевали, гасили эти восстания 30-х, 60-х годов. И это же были люди, которые тоже родились в Великом княжестве Литовском. И многие, мы читаем этих полководцев, которые в Варшаву, там все вплоть польские фамилии часто бывают. Не говорю про Суворова, но там есть и другие как бы герои, которые считали себя поляками. То есть то, что их государство было уничтожено, но они вот пристроились в этой системе, то есть их вполне, я думаю, устраивало. То есть у вас такой праправнук, праправнук. Главное, чтобы... я думаю, чтобы он... Для меня главное, чтобы он был счастлив, реализовался, и я думаю, это такой подход большинства людей. И вся Америка – это страна иммигрантов. Они, думаете, все там комплексуют, и то, что там где-то 200 лет назад они покинули свою родину. Иногда бывает. Многие помнят, до сих пор многие, кстати, ищут свои предков белорусских. Это не для того, чтобы вернуться сюда. Можно сказать, что вы просто делаете всю работу для своего праправнука канадского? Сейчас я делаю все, чтобы существовала Беларусь. То есть, насколько я понимаю, силы не равны, силы мои маленькие. Меня полностью устраивает, что вот между Польшей и между Россией существует Беларусь. Мне нравится, что существует Беларусь. Я счастлив, что это государство получилось. Но я не уверен в его будущем. Я не знаю, что будет завтра. Я говорю, в конец этого прошлого года, когда это интеграция, и я не вижу своих сил что-то противоставить поглощению Беларуси и России. То есть даже ни военных сил, никаких здесь у нас не хватит. Здесь единственный подход – это культурная работа. И просто, как показывает вообще исторический опыт, государство, которое уже появилось, которое у нас 10 миллионов почти белорусов, его очень тяжело будет потом окончательно интегрировать. То есть эти люди, которые сейчас могут, как и в Крыму, они кричат, там, люди, там, давайте там в Россию, через год им дали пенсию, а им уже все равно не нравится. Они уже кричат, а в Украине-то уже визы, то есть уже люди уже начинают и российский паспорт, и украинский паспорт. То есть человек, я думаю, что даже если эта интеграция пройдет через поколение, начнут вспоминать люди, как здорово мы жили в Беларуси, что у нас было свое государство. И Лукашенко и опять, возможно, будет восстание какое-то, да, и пойдут пускать под откос эти поезда какие-то. Вот эта сила утраченного, она гораздо больше, чем наши силы сегодняшние, потому что мы такие вот немножко как бы... Я родился в Советском Союзе, потом он развалился, и я не плакал, когда он развалился. Я не заметил, как он развалился. То есть для большинства людей так это тоже, наверное, произошло. Есть такая ностальгия, но сейчас мне нравится Беларусь. Да, мне не нравится белорусская власть, мне не нравится то, что Беларусь, по сути, не белорусская сегодня. Но как сам факт существования Беларуси, я счастлив, и я считаю... Я белорус, у нас есть белорусское государство, и я хочу, чтобы так и было дальше. Какое должно быть белорусское государство, чтобы вы не выискивали возможности перебраться в Польшу, Канаду, США, а чтобы вот вы в самом деле впервые вот за всю 300-летнюю историю ваших дроздов какой-то дрозд
все-таки Не собирался перелететь да, куда-нибудь. не собирался перелететь, не собрался вот спрятаться, переждать, а вот прям как-то вот вышел наперед с чильными ротами. Не, ну я человек в этом плане, я считаю, что Беларусь, во-первых, демократическая, выборы. Давайте проще. Вот какая страна, вот вы же, наверное, ездите здесь вокруг, там, по региону и вообще по миру. Вот какая страна, вот, чтобы Беларусь была вот такая вот, Ну, как Чехия хотя бы. как Чехия? То есть, когда в Беларуси будет парламент, законы, медиа, как в Чехии, то вот... Ну, я думаю, тогда можно жить и, в принципе, быть довольным жизнью. І ўсё ж таки про высокія і дзесьці вот банальныя ўжо рэчы про нацыдэю, ўсё ж таки якая яна асабіста для Змітра Дрозда? Гэта выжываеце любымі сродкамі. Вот зараз трэба для того, каб выжыць і нармальна уладкавацца, вучыць беларускую мову, значыцца, вучыце. Трэба наперад глядзець і рызыкі пралічваць, а гэта значыцца магчымая эміграцыя, атрымліваеце карту паляка, хай яна там дзесьці ляжыць у шуфлядцы схаваная, але ёсць. Вот заробкі знізілі, а выжыць трэба, таму вот где-то там ёсць кавалачак зямлі, там дачка ці яшчэ што, загатуй там торбачку бульбы, каб пасадзіць можна было па весне. Гэта ці ўсё ж такі тая Беларусь мары, пра якую вы казалі, з дэмакратыяй, з выбарамі, з гістарычнай спадчынай, памяццю пра яе і гэтак далей? Ну, во-первых, я никогда не говорил и не скажу, что выживать любыми способами. Есть какая-то мера, какая-то граница, за которой нельзя переходить, и за которой никогда не переходили мои предки. К моему счастью. К примеру. То есть, когда пришли немцы, никто из моих предков не сотрудничал с немцем, и не было полицаев. То есть кто-то, может быть, пошел в партизаны, кого-то потом забрали в армию советскую, но по большому счету ни с советской властью, ни с немецкой властью никто из них не сотрудничал. И то есть ни на ком из них нет крови, никто... То есть для меня это тоже недопустимо было бы. И тут вопрос действительно меры сопротивления, что, может быть, в этом таком в христианском смысле моя семья предпочла мученичество, что они поехали вот в Архангельск, но никто из моих предков, хотя у них было оружие, не взял и не застрелил этого колхозника, который пришел к нему, или чекиста, кто там пришел отнимать землю. Хотя я не знаю, как бы я поступил. То есть здесь опять же вопрос вот этого навязанного нам покорности, что вот пришли, отдай, иди умирай. Я с этим не согласен, и мне эта позиция тоже непонятна. То есть мне ближе люди, которые хоть как-то сопротивлялись, хотя они, может быть, действительно погибли, но они погибли сейчас в борьбе, чем они погибли через полгода от голода и холода там где-то в Архангельске. То есть, по-моему, то есть, как бы то, что мы сейчас спрашиваем про национальную идею, это какой-то вот проект, вот, чего бы хотелось там вот где-то вдали, то, что где-то там наверху сидит. То есть, это, в общем, обычная такая центральная европейская страна, может, каким-то там с балтийскими этими самыми. Или Швеция, например. Ну, да, то есть, да, хорошо. Да, вот какая-то северная европейская страна, ну, вроде как, не Швеция, хрен тут получится, извиняюсь. Вот, а вот Эстония какая-то все-таки может получиться. Вот как Эстония, что-то такое, потому что рядом недалеко. И... Вот, то есть, вот какая-то вот Эстония со свободными выборами, с газетами, вот, и вот это и есть такая белорусская, демократическая, маленькая европейская страна среднего размера. Вот, да, без российских понтов, без мании величия, без там, желания там, русский, польский мир. Да, вот уютный дом, маленький хутор наш. С какими языками? На каких языках? Я не вижу проблемы вообще в многоязычии в том плане, что если оно будет, но у нас нету многоязычия, у нас нету, это то, что говорят, что у нас в стране двуязычие, это все отлично понимают, что это вот двуязычие наше, которое в 4 классе начинает изучать белорусский язык, как эта история известна сейчас, когда смеются с Горбатой, когда, ну, просто реально, я сейчас обучаю высшее образование, получаю, и я удивляюсь, что в Беларуси есть люди, которые там высшее образование получают, они не знают белорусского языка. Как можно вырасти в Беларуси и не знать белорусского языка? Да, можно не говорить, как я на нем, можно не уметь писать, но не понимать белорусский язык, это для меня просто удивительно. Ну да, то есть мы все ж таки на сённяшні дзень, вот калі браць сённяшняе грамадства, якое у нас ёсць, з якім нам жыць, для яго бліжэй, ну вот это вот
думка ці вот эта вот сама ідэя, хай уже будзе ідэя выжывання, як вы думаеце, ці вот уже адразу яму расказваць пра вот эту мару, зрабіць тут, я не ведаю, ці Чэхію, ці что белорусы это Беларусь это Чехия со знаком там якости, ці Швеция там, ці Эстония со знаком якости. Вот до гэтага давайте имкнуться. Мне кажется, что, к сожалению, вообще то, что мы видим вообще в мире, то все движется по пути действительно наименьшего сопротивления. Мы же видим, не только белорусы уезжают, мы видим, миллионы поляков уехали в Германию, потому что там лучше. И никто не скажет, что поляк там, он национально, у него нет самосознания. Все знают, что польское национальное сознание, оно там действительно на высоте находится. Но они все равно уезжают, потому что там лучше. И можно как бы действительно понимать белорусов, которые уезжают, когда... Но как понимать поляков, когда они действительно, у них есть государство, у них есть польская власть, у них есть выбор, у них есть все, но все равно не уезжают оттуда. То есть потому что, да, где-то мир лучше. Как бы там, да, мы националисты, мы там такие, мы поляки, но все равно они едут в Германию или там в Великобританию, потому что там еще лучше. И можно быть и поляком, и в Великобритании оставаться, и можно в США оставаться поляком, правильно, зарабатывать деньги, иметь здесь дом в Польше, зарабатывать там, жить здесь. Сейчас мир просто поменялся, а мы в какой-то степени остались этими хуторянами, которые мы пытаемся вот здесь на этом хуторе жить. А всегда же было, как люди в Америку уезжали в начале 20 века, сели на корабль, уехали в Америку, приехали с деньгами, и здесь уже обустраивают свой дом с американскими этими деньгами. То есть мир открытый, а мы все пытаемся в какой-то, вогнать его в какие-то рамки. Мне это тоже очень как бы тяжело понимать, потому что не только белорусы такие. Все люди ищут, как рыба ищет, где глубже. Можна, падсумоўваючы, все ж таки вот так вот аб'яднаць і сказаць так, такая вось нацыдэя для сённяшняга грамадства, такая: выжывайце, каб у выніку пабудаваць тут незалежнае, свабоднае, дэмакратычнае грамадства с памятью об своим мінулым и своих... К сожалению, сейчас мы просто, понимаете, мы находимся в такой ситуации, когда вот кровавый 20 век, который, миллионы жизней угроблены были, и репрессии, и нацизм, и все это. А сейчас мы видим, что какие-то уроки, они не сделаны из этого. То есть для нас все-таки, важнее строить мир действительно лучше, безопаснее. Может быть, это и есть идея сделать работу над ошибками, понять, что те идеи, которые были... мне кажется, все равно человечество, оно такой вечный ребенок, оно все равно те идеи оно отвергнет, но оно придумает какие-то новые идеи, вот какой-то, например, с каким-то гендером или что еще. Ему хочется вечно экспериментировать, оно идет по пути вот этих ошибок. Все-таки хочется строить мир более действительно справедливым, более безопасным для человека. Пока, я говорю, в ближайшем будущем я не вижу, как это будет реализовано конкретно в Беларуси. Пабудаваць справядлівы і бяспечны свет, ці краіну, по крайней мере. Человек может самореализоваться. Мова, спадчына, культура добавляем, ці оно само неяк там добавится? Я думаю, что на самом деле это должен быть выбором каждого человека. Здесь, если человек хочет творить на белорусской мове, если он настолько хорошо владеет белорусской мовой, что он может писать... Почему? Сейчас же нет вообще проблемы. Человек написал роман на белорусской мове, если он супер роман, его через 2 месяца переведут на русский, на польский, на американский, на любой язык. То есть здесь в вопросе языка творчества человек выбирает сам себе этот язык творчества. Значит, покидаем, только будуем краіну бяспеки и справедливости. Такую утопию, еще одну утопию, да. Зараз я тут вот есть у меня для вас от Еврорады и нашего партнера крамы «Символьбай». Я специально выбирал для вас вось с таким малюночком. Па-першае, каб было у нас столькі моцы, каб пабудаваць тую краіну мары, пра якую вы казалі. І па-другое, все ж таки Зубар, ён ледзь выжыў у Беларусі. По-моему, с американскими корнями. Да, так что вот... И, по-моему, у него пейс есть, какой-то еврейский. Карацей кажучы, каб
все ж таки выжыў беларускі народ, беларуская нацыя. Дзякуй вялікі. Дзякуй вам. Зміцер Дрозд, Максим Гарунов, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас. Ідэя X на Еўрарадыё.